Единогласно активисты общественных движений, старейшины, ученые, представители духовенства принимают обращение и призывают весь крымско-татарский народ принять участие в предстоящих президентских выборах. Свою позицию крымско-татарские общественники закрепили подписями и печатями. В документе говорится, что крымские татары могут ценить добро и все то хорошее, что было сделано после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. Нам есть что и с чем сравнивать. То, что уже сделано Россией и ее президентом Владимиром Путиным для крымских татар, всего за 3,5 года со своей очевидностью затмило то, с чем мы сталкивались до этого. Выступая один за другим, общественники вспоминали жизнь Крыма при украинской власти и то, как она изменилась за последние 3,5 года в составе России. Указ о реабилитации депортированных народов, признание крымско-татарского языка одним из государственных и строительство значимых объектов. Если говорить о духовной сфере, это строительство соборной мечети. Кроме того, был закончен комплекс духовно-образовательный Сейт-Сеттар, который строился на протяжении 10 лет. Вот он в 2015 году был закончен. Президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов, углубляясь в историю, напомнил, что Крым всегда был с Россией. Ведь еще в 1812 году 4 крымско-татарских конских дивизиона первыми вошли в Париж. А во времена Крымской войны, когда царские генералы убегали с поля боя, крымские татары обеспечивали войска продовольствием. После возвращения сюда, к себе на родину, еще остается комплекс проблем, как бы каким-то образом выделяющихся от других крымчан. Вот поэтому нам очень важно вместе выступать и вместе решать эти проблемы. Ну вот языковая проблема остается еще очень заметной. Вице-спикер Государственного совета Крыма Римзи Ильясов призвал крымчан не поддаваться раскольническим и пессимистичным настроениям, а сделать собственный выбор. Выборы вообще это эмоционально, такая вот сразу среда возникает. Не надо поддаваться. Спокойно себя вести, невзирая даже на различные политические позиции. Необходимо нам сплотиться и сделать выбор в пользу стабильности, сохранения и поступательного развития. Крымчане, в частности представители крымско-татарского народа, обязаны пойти на выборы. Ведь только в России стали обсуждать вопросы национальной политики в Крыму и имеющихся проблемах коренного народа, считает член Совета при президенте по межнациональным отношениям, президент общественной организации «Инкишаф» Эскендер Белялов. Я думаю, мы, крымские татары, живем на своей исторической родине, живем в России, и мы должны участвовать во всех процессах жизни страны, жизни Крыма. А один из важнейших вопросов – это выборы президента. От нашего участия будет очень многое зависеть, что будет, какие процессы будут происходить в Крыму. Представители же молодых организаций видят развитие полуострова именно с президентом Владимиром Путиным. Жизнь – это выбор. Если мы сегодня проигнорируем выборы президента, это тотальная ошибка для народа. Потому что народ должен участвовать в формировании государственной политики. Народ должен участвовать в формировании своей национальной политики с призму сквозь государственности. Крымчане в этом году будут впервые избирать президента России. Это событие сейчас стало актуальным на полуострове. Об этом говорят все. Ранее выразить свою гражданскую позицию жители полуострова приходили в пункты сбора подписей. Они были созданы в 16 регионах России. Напомним, выборы президента пройдут 18 марта, в 4-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Алимия Кайбулаева, Эрвин Эмиралиев, Аким Бекиров, телеканал Миллет.